вечер, дорогие товарищи. Тема сегодняшней нашей беседы – грудное естественное вскармливание, значение этого вида вскармливания для детского организма. По сей день грудное вскармливание остается актуальной проблемой для многих детей, так как многие молодые матери, не успев выписаться из родильного дома, торопятся перевести ребенка на искусственное вскармливание, не подумав о последствиях, которые влекут вот такой перевод. Грудное вскармливание оказывает положительное влияние на физическое, умственное, психоэмоциональное и речевое развитие ребенка и закладывает основы здоровья малыша. Грудное кормление – лучший способ питания новорожденного ребенка первого года и детей первого года жизни. В грудном молоке содержится более 500 полезных веществ, необходимых для нормального развития ребенка. Никакое другое питание его не заменит в полной мере. Еще при беременности определенные гормоны в организме женщины готовят ее молочные железы к кормлению грудью. После рождения малыша начинает выделяться так называемое первичное молоко, молозиво, в первые 3 дня. Спустя 2-3 дня после родов оно сменяется переходным, а затем зрелым молоком. Грудное вскармливание – важный этап отношений между матерью и ребенком. Вот в чем его польза. В грудном молоке содержатся все необходимые питательные вещества, белки, жиры, углеводы, витамины. Они полностью удовлетворяют потребности ребенка, помогают ему адаптироваться к жизни вне материнской утробы. Состав материнского молока меняется в процессе лактации. Дети на грудном вскармливании лучше защищены от детских заболеваний. Они реже страдают кишечными и простудными заболеваниями. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, лучше адаптируются к новым условиям жизни. Рекомендуется приложить малыша к груди первые часы жизни. Лучше сразу после рождения. Кормление ребенка грудью полезно и для матери. Лактация быстрее сокращает матку, что предотвращает послеродовые кровопотери и риск развития других осложнений. У кормящих матерей ниже риск развития рака яичников, матки, молочных желез, сахарного диабета 2 типа и послеродовой депрессии. Грудное вскармливание не требует также финансовых затрат, что немаловажно для семьи. У грудного кормления также преимущество в том, что до 6 месяцев ребенку больше ничего не нужно давать, даже воды, потому что грудное молоко – это и вода, это и еда. Режим грудного вскармливания считается на сегодняшний день свободным. То есть ребенок сам выбирает, когда хочет и сколько хочет молока. В первые дни число прикладываний к груди достигает 10-15 раз. В последующем количество с возрастом ребенка уменьшается до 5-7 раз. Мать сама чутко улавливает голодный плач ребенка и сама отличает его от плача по другим причинам. Выработка молока зависит от количества прикладывания ребенка к груди. То есть чем чаще, тем лучше лактация. Если у женщины возникают проблемы по грудному вскармливанию, то ей стоит обратиться к педиатру или консультанту. Кормить ребенка можно и в ночное время. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить грудью даже до 2-летнего и дольше возраста, если это не противоречит потребностям и желаниям матери и ребенка.
Если женщина забеременела на фоне кормления грудью, то она может продолжать кормить, но состав молока может измениться в связи с гормональными перестройками и уменьшиться в объеме. Преимуществом грудного молока является также то, что питательные вещества, входящие в его состав, особенно белки, легче перевариваются и усваиваются организмом ребенка. В целях борьбы за грудное вскармливание необходима и психологическая подготовка беременной. В этом направлении врачами женских консультаций и педиатрами, под наблюдение которых поступит ребенок после рождения. Женщина должна быть убеждена в огромной значимости естественного вскармливания для благополучия своего ребенка. Кроме психологической подготовки, необходимо объяснять беременной женщине, как подготавливать молочные железы к грудному кормлению. Этому обучают их врачи женской консультации и участковый педиатр, который наблюдает за беременной женщиной также и до родов. Большое значение в борьбе за грудное кормление имеет правильное питание и режим кормящей матери. Содержание белка в пищевом рационе кормящей матери должно быть повышено и составлять не менее 110-120 граммов в сутки. Углеводов 500-520 граммов, жиров до 120 граммов в сутки. Некачественное питание кормящей матери может влиять на состав молока, а следовательно и на развитие ребенка. В рационе кормящей матери должно быть достаточное количество свежих овощей, фруктов, молока, кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, яиц. Злоупотреблять солеными продуктами нельзя. Недопустимо прием сильно пахучих и пряных веществ, лук, чеснок, например, так как молоко может приобрести неприятный запах и вкус. Кормящая мать должна строго соблюдать также режим дня. Достаточно спать, бывать регулярно на воздухе. В борьбе за грудное вскармливание имеет значение и инструктаж по технике и режиму кормления, который должен проводить при первом посещении новорожденного ребенка участковый педиатр. Необходимо объяснить матери профилактику также гипогалактии, мастита, трещин сосков, которые также могут препятствовать грудному кормлению. Перед кормлением мать должна тщательно мыть руки с мылом, надеть маску, косынку, помыть грудь теплой водой и просушить мягкой салфеткой, промокательными движениями. Эту процедуру надо делать до и после кормления. После кормления обязательно, так как остатки молока, обсохшие на коже груди, могут вызвать мацерацию кожи. Правую и левую грудь необходимо чередовать, чтобы полностью опорожнялись. Остатки молока необходимо сцеживать, чтобы не было застоя молока, который может привести к уменьшению объема лактации. Между кормлениями сосок следует покрывать стерильной марлевой салфеткой. Кормить надо ребенка минут 15-20, и необходимо, чтобы ребенок захватил не только сосок, но и часть ореолы. После кормления нужно подержать ребенка 2-3 минуты вертикально, чтобы дать ему отрыгнуть воздух, заглоченный при сосании. Часто грудному кормлению препятствует развитие мастита у матери. Причиной мастита являются ссадины, трещины сосков, развитию которых способствуют различные аномалии соска, травмы при кормлении, недостаточная гигиена матери. Все эти осложнения не будут, если мать будет хорошо подготовлена по технике кормления. При трещинах на сосках следует кормить ребенка через накладку, чтобы уменьшить травматизацию трещин. Также необходимо обеспечить полное и регулярное сцеживание молока, так как застой
как я впредь сказала, также является причиной мастита, застоя. В лечении трещин рекомендуют использовать смазывание раствором зеленки 1%, синтомициновым линиментом можно пользоваться, мазью фурацилиновой или мазью каланхои. Инфекция при маститах попадает через трещины, ссадины сосков, по млечным ходам, а также по лимфатическим и кровеносным сосудам. Способствует развитию мастита нарушение правил гигиены матерью, отсутствие тщательного ухода за грудью. Значит, для профилактики мастита необходимо: первое – тщательный уход за грудями, второе – правильное и тщательное лечение трещин сосков, правильное прикладывание ребенка к груди и предупреждение застоя и задержки молока в грудях. Режим грудного кормления в настоящее время, хочу впоследствии сказать, считается свободным. Об этом я и в начале беседы сказала. Ребенок сам выбирает, когда хочет и сколько хочет. И если ребенок требует, его надо и ночью кормить. Спасибо за внимание.